Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Доходы бюджета Якутии в 2017 году составили более 170 миллиардов 200 миллионов рублей. В том числе сумма налоговых доходов составила 87 миллиардов 700 миллионов, неналоговых поступлений 24 миллиарда 200 миллионов, безвозмездных поступлений 65 миллиардов 100 миллионов. Об этом сообщил министр финансов Якутии Валерий Жандоров. В 2017 году в доходную часть госбюджета Якутии поступило более 177 миллиардов 200 миллионов рублей, что составило 94,5% от годовых прогнозных назначений. Исполнение доходной части госбюджета Якутии происходило в непростых условиях, вытекающих из особенностей структуры экономики республики. На исполнение прогноза влияние оказали укрепление рубля и колебания на финансовых рынках, которые являются неуправляемыми и неконтролируемыми со стороны органов государственной власти, отметил глава ведомства. Кабинет министров Якутии рассмотрел выдвижение основных направлений долговой политики на предстоящий бюджетный цикл. Направления связаны с тем, что поддерживают уровень объема государственного долга, который отражает долговую нагрузку не более 50% собственных налоговых и неналоговых доходов. В параметрах трехлетнего бюджета мы это четко прослеживаем. При изменении неналоговых и налоговых доходов мы будем реагировать с точки зрения управления долговой нагрузки и оперировать объемы в этом отношении, сообщил министр финансов Якутии Валерий Жандоров. Рубль может ослабеть и к доллару, и к евро, полагают финансовые аналитики. Российская валюта будет отыгрывать пятницу, когда нефть серьезно снизилась в цене на новостях о том, что ОПЕК и Российская Федерация нарастят добычу черного золота. В результате цена барреля подешевела более чем на 3% до уровня в $76.20 за сорт Brent. Официальный курс доллара на 28 мая составляет 61 рубль 67 копеек, укрепление на 26 копеек. За 1 евро дают 72 рубля 12 копеек, укрепление на 11 копеек. Власти могут повысить налог на добавленную стоимость до 20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на 3 федеральных чиновников. Как выяснило издание, премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 триллионов рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Около 2 триллионов рублей из этой суммы за 6 лет бюджет может получить от повышения НДС до 20%. Такой вариант обсуждался, и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный. Напомню, в настоящее время НДС составляет 18%. Хорошую динамику изменений дальневосточных регионов отметил Владимир Путин на пленарном заседании Международного экономического форума в Петербурге. Развивая транспортный, энергетический, цифровой каркас России, мы намерены эффективно встроить его в глобальную инфраструктуру и тем самым открыть новые возможности для наших граждан, для отечественного и иностранного бизнеса в России, усилить роль нашей страны в мировой транспортной и информационно-коммуникационной системе, заявил президент. Для Якутии это означает развитие инфраструктуры Северного морского пути и модернизацию морских портов Тикси и Зеленый мыс. Председатель правительства Якутии Евгений Чекин принял участие в работе сессии экономического форума в Петербурге, посвященной стратегии развития малых городов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Вопрос развития малых населенных пунктов – один из основных и ключевых вопросов. Надо понять, какие инструменты для развития таких территорий нужно использовать, чтобы население малых городов могло самореализоваться, в том числе в рамках трудовой предпринимательской деятельности. Это очень важно, подчеркнул Евгений Чекин. В Якутии планируют создать лизинговую компанию. Об этом сказал руководитель региона Егор Борисов в ходе встречи с предпринимателями республики. На Дальнем Востоке в Якутии планируют создать лизинговую компанию с объемом 2 миллиарда рублей. Ее руководителем станет якутянин. Также глава республики отметил, что необходимо улучшить инвестиционный климат. Для этого крупный бизнес должен стать заказчиком для малого и среднего предпринимательства. Глава Якутии Егор Борисов и руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между Якутией и нефтяной компанией. Подписанное соглашение предусматривает оказание финансовой помощи для строительства учебно-лабораторного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест для Малой академии наук Якутии в селе Чапаево Хангаласского района. Объект уже строится. В начале мая Егор Борисов принял участие в торжественной установке «Золотой сваи», ознаменовавшей начало реализации проекта. Строительство планируется завершить в 2019 году. Против повышения налога на доходы физических лиц выступил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. 13%, которые в последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Кроме того, этот налог является основным источником доходов для местных бюджетов, поэтому любые изменения здесь нужно накладывать на географию субъектов России. Но окончательное решение еще будет приниматься правительством.
Напомним, что в марте стало известно, что правительство изучает возможность повышения НДФЛ с 13 до 15% с введением необлагаемого минимума. Приоритетной для России в ближайшие годы является реформа государственного управления. Так считают 57% участников традиционного делового завтрака Сбербанка. Следующей по приоритету является цифровая трансформация. Этот вариант выбрали более 18% участников интерактивного голосования. Затем реформа науки и образования – почти 15%. И, наконец, инвестиции в инфраструктуру – около 10%. На деловой завтрак Сбербанка приглашают членов правительства, крупнейших бизнесменов, губернаторов и ведущих экономистов. В этот раз в мероприятии принимали участие президент Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин. Цена на нефть до конца 2018 года может колебаться в пределах 65-75 долларов за баррель, сказал министр энергетики Александр Новак. Можно было бы назвать диапазон цен, который может быть до конца года, как средняя цена. У нас в начале года цена была меньше, чем сегодня. Я думаю, средние цены могут быть в районе 65-75 долларов. В таком диапазоне. Напомним, с начала 2018 года цена нефти Brent выросла почти на 20%, превысив в мае отметку в 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. Также глава Минэнерго сообщил, что не ожидает существенных колебаний цен на бензин. Возраст совершеннолетия в России менять не будут. Минтруд не поддержал идею Минздрава о том, что совершеннолетие должно наступать в России в 21 год, а не в 18 лет, как сейчас. «Мне кажется, у нас нормальное законодательство в этой части, и ничего менять не надо», заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Ранее предложение повысить возраст наступления совершеннолетия до 21 года высказала замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Еще раньше министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в мире проявляется тенденция к увеличению периода детства до 30 лет. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.